Сабанс Хайрлосон Сайгдасириля. Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня в студии уникальная женщина, которая посвятила свою жизнь детям, воспитывая в них духовные ценности, любовь и уважение к традициям народов, проживающих в Гагаузии. Они впитывают в себя мудрость предков, перенимают в них духовное наследие, с уважением относятся к семейным обычаям, с трепетом встречают праздники, наполняя их радостью и светом. Это, конечно же, об участниках фольклорного коллектива «Чанджазлар» села Гайдары. А вместе с нами сегодня заслуженный педагог Гагаузии, обладатель высшего ордена Гагаузии Михаила Чекира и высшей государственной награды Мирит Лучевик, руководитель фольклорного коллектива «Чанджазлар» Нина Анатольевна Капсамун. Доброе утро, Нина Анатольевна. Доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Рада вас Спасибо, видеть. что приехали. Несмотря на то, что вы... Да, несмотря на то, что вы находитесь на заслуженном отдыхе, вам не приходится отдыхать, вы неустанно занимаетесь с детьми, работаете с ними. Но в этом году мы больше отдохнули. Отдыхали, потому что лето, знаете, было жаркое, у детей каникулы, не хотела их беспокоить, но онлайн. Иногда онлайн работали, общались, повторяли песни. Ну и теперь уже стало прохладнее. Мы в сентябре начали работать. Ну, невозможно не удивляться, видя эти горящие глаза, эти улыбки, эти замечательные одежды, атрибуты, все, что касается с бытом гагаузского народа. Особенно, когда все это видишь на праздниках и фестивалях, и это имеют возможность, эту уникальность и идентичность увидеть наши гости. Вы являетесь на самом деле изюминкой всех фестивалей и праздников. И в этом году, да, вы приняли участие в красивейшем праздники, фестивали Гагауз-Кора Флоры. Да, у нас есть своя группа, где образцовые коллективы, и там было объявление, там было предложение, что мы должны участвовать. Ну, я поговорила с родителями, с детьми, но нужно и подворье. Кроме того, да? Что дефиле и выступления, нужно и подворье. Но где взять эти ковры? Родители без проблем, мы найдем, у нас есть все. И стали ходить по домам, просить у знакомых. Я думала, что не найдут, потому что все ковры у нас, знаете, наш музей красивый, да, очень уникальные ковры, там наши ковры гайдарские. Думаю, у людей не осталось. На удивление, это такую красоту видела. Спасибо людям, которые нам дали эти ковры на этот праздник. И дальше обещали и уже принесли. Есть у меня вчера принесли, и соседки принесли красивые очень. У нас есть приглашение в Тараклии субботу на фестиваль. Очень много чего интересно видели. И детям показала. Открывали сундуки, бабушкины сундуки. Там эти вышивки. И стали, я говорю, рассказывайте детям. Они рассказывают, как без света они вот это вышивали. Очень красивые, очень уникальные. Прямо, ну, не передать. То, что видели и вы на фестивале, и я видела на все фестивали, эти красота. Короче, сидишь и думаешь, как люди могли вот это, всю любовь вложили вот в эту красоту. И мы привезли тоже вот ковры, привезли вышивки, дали. Этот ковер яркий дала нам Федора Машогла. Она очень к культуре относится с любовью. Ее покойные братья, к сожалению, талантливые музыканты, которые ушли из жизни. Машогло Николай Константинович, Машогло Василий Константинович. Она в память их говорит, я вам даю вот 2 ковра, есть много. Она ценит их, бережет их, хочет и продавать, говорит, есть на продажу. Люди приедут, посмотрят на эти ковры, может, и удастся и продать. У Дарьи Топал были очень. Такая комната у нее, вот настоящая гагаузская комната. Дарья, извините, что я говорю, что 51-го года рождения, одноклассника моего мужа,
Но она с гордостью рассказала детям, нам, эти вышивки, эти банты, все крахмалины, все как у нее комната, чисто по-гагаузски, как раньше люди говорят, я берегу и буду беречь. Невесты мне не помешали, ничего не выбросили, ничего, я храню вот это. Очень многое, что я видела. Я думала, что все ковры в музее. Нет у нас. Очень, очень многое, чего есть у людей. Как здорово, что есть такие люди, которые сохранили эти бесценные дары, эти уникальные вещи, атрибуты, которые имеются, ну, сейчас уже далеко не в каждом доме, но раньше это было традиционно, да, и вот создается такой незримый мост между поколениями, то есть от поколений вековых до наших дней это все дошло, и дети имеют возможность прикоснуться к этому красивому, к этому замечательному. Многие звонят, даже с Питера позвонили, с Москвы звонят, просят. Вот у нас конкурсы тут, Нина Антоновна, наши дети вот хотят гагаузскую традицию показать. Вот эти ваши костюмы, ай, давай, фыта шалинка, и отправляла через водителей, и с гордостью благодарили, и вот занимали первые места. Потом обычные праздники, вот эти зимние праздники, есть наши талантливые музыканты в Питере, в Москве, Чебан Валерий, Топал Владимир, Чебан Николай, которые вот продолжают эти традиции там. И, Нина Анатольевна, нам вот это колоди, вот мы слышали вот вашу. А теперь мне была возможность, летом я через родственников передала им вот эти наши книги, как они называются, зимние праздники. И там есть и колоди, и хей-хей, и они очень благодарны. Есть женщина Стефанида, она родом с Баурчах, и она живет в Питере. Она молодец, женщина. Приезжает летом, я подарила ей очень много чего. И эти банты, эти вышивки, года пешкири, у нее очень много есть. И она продолжает, когда у гагаузов наша свадьба, она продолжает вот эти традиции, как невесту принимать, как провожать, как девера, эти разные обычаи, традиции. И она гордится этим. И мы гордимся такими людьми, и детям, такими, как вы, и те, кто рядом с вами, кому вы помогаете, кто отзывается и пополняет вот такую замечательную коллекцию, которую можно увидеть и лицезреть и нам, и другим поколениям, молодым поколениям, и, конечно же, гостям Гагаузии. Да, детям это нравится, и спасибо родителям. Если бы не родители, я бы одна не справилась сейчас, но спасибо. Они достают, они хотят, желают. Это, ну, есть маленькая проблема с детьми. Имею в виду, им, чтобы не обидно было, старшим девочкам. Если вы заметили, не хотят надеть эти шалинки. Не хотят? Да, уже им было, они были 7 лет, когда они были маленькие, они с удовольствием. А теперь уже 8 класс, им по 13, 15. Ну, вроде бы и жарко то, но если вы заметили по видео, вот, видели, что они снимают. Вот на дефиле мы прошли, а они снимают. И я им говорю, смотрите, вы рядом с театром моды. Вот смотрите, да, красота, все, мы не против, но вот у них, они без шалинки. И надо объяснять им, надо это самое, дома еще родители должны с ними поговорить. Я их понимаю, стесняются, но я думаю, что не надо стесняться, это гордость Гагаузии, это настоящие гагаузы, так ходили, так. Многие ищут такие шалинки, не могут найти, это даже коллеги подходят и спрашивают, где вы их нашли, есть у нас, но черные. Не хотим черные, вот белые и желтый цвет. И им так идут настоящие.
Мы были на празднике, я с удовольствием встретилась с вашим коллективом. Девочки с удовольствием рассказывают, насколько им приятно одевать эти одежды. Ну да, где-то может быть жарко, где-то может быть не особо комфортно, но потому что праздник был в течение целого дня, но они очень душевно рассказали о том, что они носят с гордостью старинные одежды. Давайте посмотрим наш сюжетик и вернемся в студию. Да. Biz geldik Aydar köyünden. Bize teklif etti Marina Semyonovna. Payalma bugünkü Gagavuz korafında. Teşekkür ederiz. Size söyleme büyük sağ ol. Biz bugün getirdik güzel oyunları. Bizim Çancaz Folklor Kolektifi bugün çalır güzel türküler. Gösterir ileriki evvelden Gagavuz oyunlarını, Gagavuz rubalarını. Uşaklar bizde bugün gösterirler. İnce ileriden Gagavuzlar yapı hazırlarmışlar iple. İnce yıldan onu düğemişler, sonra onu didermişler, iplik yaparmışlar. Sonra уже yapadan bizim babula cadıla örermişler. Türlü çoraplar, mintankalar hem başka. Hem gösteririz ince küçük uşaklar oynarlar aşıklalan o ileriki oyun. Daha bugün biz gösteririz ince bizim образцовый коллектив Çancaz rukovodительna Anatolievna hazırladılar bize güzel ileriden fıstanlar kızlarda. Evvelki rubalar, yeşil, kırmızı onlar her bir fıstanı biz aradık bizim köyünden, Aydar'dan. Hepsi fıstanlar ileriki. Ben sayım bu festival pek önemli. Onun için her bir uşak bilsin Gagavuz kulturasını, Gagavuz historiyasını, kim onun dediler. Onun için bu festival pek meraklı bugünkü günde uşaklara deni. Pek önemli bana bilme bu güzel pahalı bizim adetlerimizi bilme öyle güzel türkülerimi çalma onları güzel. Ben pek severim Gagavuz türkülerini, rubalarını, adetlerini. İsterim hepsi bilsin çalma Gagavuz dilinde oynasın. Bilsinler ne lazım yapma güzel işlemeye güzel. Ben pek beğendim bu yurtunu. Şimdi burada var pek çok güzel rubalar, pek çok işler. Bu fıstan benim babam. Ben çıkardım onu onun sandığından. Ben giydim onu hepsi görsün. Yosiller giymişler bizim babalar rubalar. Hem gösterme bizim yurtlar. Pek duygulanım. Şimdi bana pek kamil bunlar giymen. Şimdi ona pek güzel, pek kıvrak rubalar. Bir sürü ne çalma bu Gagavuz türküleri, niçinden lazım hepsi bilsinler, neyse ileri yaşamışlar bizim babalar, neyse çalmışlar türküleri. Çekirge, çekirge, sevdim budu çekirge. Hay çekirge, çekirge, sevdim budu çekirge. Çekirgin aladım, çok İstanbul'a yolladım. Çekirgin aladım, çok İstanbul'a yolladım. 5 para verdim geline, tuz sabun alsın geline. 5 para verdim geline, tuz sabun alsın geline. Tuz sabun almamış geline, almış tütün kendine. Tuz sabun almamış geline, almış tütün kendine. Hay çekirge, çekirge, sevrim kutu çekirge. Hay çekirge, çekirge, sevrim mutlu çekirge. Çekirgin aladım, çok İstanbul'a yolladım. Çekirgin aladım, çok İstanbul'a yolladım. Нина Анатольевна, уникально, просто потрясающе, невозможно не удивляться такой красоте, не восхищаться, потому что когда видишь, что ребенок прикасается к таким старинным атрибутам, к старинной одежде, и, это просто вообще просто бесценно. Да. Ну, если вы заметили, вот здесь как раз вы снимали, девочки сняли шалинки. Ну, то, что жарко сказали, но я вам сказала причину как. Девочка рассказала, Оля, про уникальный костюм. Костюму более 70 лет, может, даже и старше. Это моей крестнице, старшей дочке, старшей, скоро крестнице Наде будет 90.
И вот ее тостунюзлюк костюм. Года 4 назад, когда у нас был в Гайдаре фестиваль ковров, я на этот фестиваль поставила, если помните, конкурс на самую красивую длинную косу. И у крестницы Нади, праправнучка, вот приехала с Турции, она там живет, и я предложила, у нее длинные волосы, предложила тоже участвовать с удовольствием. И вот этот костюм она одела. Это туристы, если вы видели, как смотрели, щупали этот костюм, каждый деталь, каждый это их гордость. И вот она бережет дома его, подошла, спросила, вспомнила про этот костюм, без проблем, кумица, венсиавери. Было немножко проблемы, девочки, всем понравилось, и фасон, и цвет, но не будем одевать. И Оля согласилась, я буду одевать. Но до того красиво, все люди приходят, она, Нина Анатольевна, а все меня так многие останавливают, щупают и спрашивают, откуда, как этот костюм. И я говорю, ты гордилась? Да, я гордилась. Конечно, это модель, Да. это ткань, Да, эти очень строчечки, красивый они явно Да. видны, что и такие это... много есть у людей, и Да, респект уникальные, людям, уникальные. что они берегут их. Насколько преображаются дети, соприкасаясь с фольклором, изучая фольклор, изучая традиции? Вот вы наблюдаете уже на протяжении многих лет за вот таким процессом. Очень любят фольклор и должны еще песни учить, должна собрать. Это зависит и от меня, потому что я должна эти песни знать, я сама должна это самое. Немножко проблема в том, что мой гагаузский не на уровне. Это, но для песни... Но тем не менее, традиции, песни, все да. вы Сейчас мы исполняете. договорились, люди нас будут принимать в дом свой, и мы будем изучать их ковры, их вышивки, их костюмы. Вот такого они рода расскажут, экскурсии, да, будете проводить? Мы определимся, каждый день по 2, по 3 дома будем ходить, они нам будут показать. Есть женщина, Топал Пороскова приглашает давно, она сейчас в данное время ткет половики, но много ковров есть у нее. Мы сейчас видели, Федора Машогла нам расскажет, Сватя Паша в Турции живет, но здесь в данное время говорит, заходите с детьми, очень много есть у нее ковров. И все такие яркие, все такие, наши гайдарские ковры. Замечательная столько идея. Труда, столько любви. Да, замечательная. Сколько, да. Я уверена, что дети еще больше познают и больше будут узнавать о нашей культуре и о тех мастерицах, которые бессонными ночами ткали эти ковры, которые сегодня являются уникальным просто шедевром Гагаузии. Когда они рассказывают, что вот без света, и это и Федора Машогла рассказывает про это ковра, что есть любовь, что, но немножко грусти есть. И почему? Дети, почему? Потому что много двоек я получала из этого ковра. Почему? Не успевала это учить наизусть. И так поздно это самое старались закончить. Мама нам давала вот, еще 1 день, еще 2 дня есть, надо стараться. Мы старались. Книга на коленах, так, где успевали учили, где не успевали учили, много двоек, но тогда с любовью. Это преданное наше, это наша гордость, наш труд, родительский труд. Вот рассказывайте, детям интересно, это Маша, Валя, да, и что? И плакали, когда двойки ставили. И плакала, конечно. Но радость то, что я закончила этот ковер, и мама меня отпустила на хору. Нина Анатольевна, все, что касается вас и вашего окружения, все делается с огромной душой, с чистым сердцем и с большой-большой любовью. Также с такими же чувствами вы подготовили прекрасное дефиле, которое мы сейчас вместе с вами посмотрим, и вы расскажете об этом дефиле. Посмотрим. Halk yaşamısının kulturası o kadar zengin, hani yok nice yanlıştırma başka işlerle. Her bir halkın kulturası o bir bütün dünle. Burada her bir işin var yeri hem vakıda. Hepsi ne var kulturada gelir hesaba. Adetler, sıralar, yortular, giyimler hepsi rasyonel hem lazımlı. Bizim scenada milli giyimlerini
Kemavadanlıkları gösterir Çancaz. Uşak folklor kolektivi Aydar köyünden. Bu ocakta eskiden lazımdı çok işleme ki bütün ailenin rubası olsun. Lazımdı koyun tutma, yapağı kırpma, paklama onu, yıkama, kurutma, sonra dikme, daha sonra iplik yapma. O iplikleri çıkırıkta yumak sarma. Gagavuz kızların her günkü rubaları. Gölmek, fıstan, çiğir, soğuk havada kızlar giyerdiler fıstanın üstüne kofta ya da keptar. Ayaklarına çorap, terlik, yeminli. Fıtalar dikilermişler bütün bir parça materyalden. En eski modaya göre fıta mor renkte materyadan yapılarmış. Ama 30. yıllarda genç gagavuzkalar çekettiler taşıma beyaz materyadan fıta. Eskiden çocukların rubaları kara renkteydi. Çarşır, gölmek, mintan. Başına giyermişler koyun derisinden kalpak. Beline sararmışlar kırmızı kuşak. Kuşağın üstüne bağlarmışlar deriden bir sileklik. Ayakkabı giyermişler. Emini, çarık, tomak. Demi don gagavuzlarda kara hem mor boyada. Это воспитанники ваши? Да, очень красиво. Красота. Прямо смотришь на эти костюмы, и сердце, душа радуется. Я вижу Да. уникальные полотенца, пешкерлер. Также Да. в вашей коллекции. Да, это родители за один вечер, я же говорю, что нам люди дали. И с гордостью говорит: о, Гюстер Джинсона. Да, с большой сцены, говорит, мы это все покажем. И детям это очень понравилось. Очень понравилось, особенно когда видели, что рядом перед нами выступил театр моды. Они вообще горды. Потом с Кангаза старинные эти Да. костюмы невесты, они тоже. Я говорю, и показала даже, вот видите, как у них платки завязаны, вот как вы раньше, а теперь стесняюсь, не надо стесняться этих платков. На сцене показала, как красиво вы выглядите. Слушайте, дети, словно хранители сокровищ, они несут в своих сердцах, в руках эти уникальные работы, которые остались нам спустя века. Очень Люди с красивая гордостью дают. коллекция. С гордостью люди дают и радуются, что вот кто-то интересуется еще ими. Говорит, но респект им, что они, уважение, что они их берегут. В этой коллекции и старинные одежды, и, Да. да, и И также вы шьете. Да, то, что шила, да, они уже выросли, и старинные уже не очень-то подходят им уже, маленькие, но родители шили. Но они также Шили, но остаются в также вашем шили, как, коллективе, да, эти да, костюмы, да, да, и да, вы тех же, вот да. видим мальчика с девочкой, Да. нарядная одежда Есть у них. вот Попов Дима, очень активный мальчик тоже. Родители там активные, мама все время звонит. Вот мы нашли чарки, новые чарки какие-то кожаные, где-то они поехали на какой-то фестиваль. Это. На этот фестиваль какой-то кюрк новый Нина Анатольевна взяла. Я говорю, новый хорошо, но нам старинный тоже нужно. И заинтересованность, что дальше, чтобы дети выступали, участвовали. Было много детей, но многие ушли на танцевальные, это самое, не хотят уже, обещали вернуться, уже не хотят эти костюмы. Но есть нюансы. Я никого не заставляю. Но Дети- это же зависит и от семьи. Да, Одна да, Нина от семьи, Анатольевна да. не может Ну, ничего, да? То есть ну, вы делитесь дети. своими эмоциями, впечатлениями, своей историей наших традиций. Ну, без фольклора, Да. мне кажется, что И- я сама выросла. Конечно. Много раз говорила на фольклор, в такое село.
выросла в семье музыкантов, в семье талантливых людей. И, наверное, от Бога немножко дано, и это надо хотеть. И спасибо детям, спасибо родителям, что мне дают жизнь дальше, продолжает мою жизнь. И мои собственные дети радуются, говорят: мама, только вперед. Если есть силы, есть здоровье, только вперед. Вот. Многие радуются, звонят из других стран, родные, знакомые, родственники, бывшие коллеги, бывшие ученики Вот радуются. какая радость у этого Да, ребенка, да, который вот тот в маленький, национальной одежде, да. с усаком в Захар, руках. Да, он очень боялся вначале, но Ну Сейчас да, каждый полюбил, и артист всё, переживает, да. выходя Да, на сцену, но они также осознают и понимают, что они несут культуру гагаузского народа. да, тем более они в конце этого фестиваля, они дала им волю, свободу, катались, играли там до 6 часов. Замечательный я не могла парк, конечно, где можно не могла отдыхать. их забрать домой. Я говорю, ну давайте, водитель подходит раз, потом я говорю, ну не могу их забрать, Невозможно. пусть это самое. Невозможно, хорошо. Показали Отлично. красивую программу культурную, Да, и да, культурно и да, отдохнули, конечно. Да. И культурно отдохнули. Ну, вообще, это замечательный фестиваль. Вот, на ваш взгляд, насколько важны эти фестивали, насколько они необходимы вообще для каждого народа, а и в целом в Гагаузии? Конечно, нужны. Конечно, если это редкость была только в Гайдаре, тут в Гагаузии чуть-чуть, а теперь я вижу, что вся Молдова уже такие фестивали проводит, и это, любуйся вот этой кропотливой работы. Прямо удивились, мы сидели с родителями, отдыхали там и смотрим. Это и украинцы, особо их вот эти вышивки тоже яркие, это старинные. Сколько труда, сколько любви они туда. Всю жизнь вложили в этих вещи, которые они эти полотенца, эти вышивки. И задумаешься, смотрите, года проходят, а это надо беречь, надо. Это очень важны эти фестивали, именно для молодежи. Я знаю, что буквально на днях вы уже собираетесь принять участие еще на одном фестивале. Расскажите, как идет подготовка, что вы туда привезете, чем удивите гостей фестиваля? Тоже коврами. Я же говорю, что буквально вчера соседка принесла мне 2 очень красивых. Паша Булю покойная мне давала всегда. И я много вещей дала в наш музей. Но сейчас она принесла, она услышала, увидела это самое в нашей фотографии. Они следят по интернету и говорят, если вам нужны, я принесу. Говорят, нужны, на субботу нужны. Другие люди ждут нас сегодня после обеда. Договорились, что пойдем к ним и заберем эти ковры. Я бы хотела у вас спросить, что бы вы сами себе пожелали, что вы пожелали своему коллективу, своему народу, родителям и детям? Всем людям, родителям, детям, моим родителям, моим детям, родные эти фольклористы, чтобы любили и дальше фольклор, чтобы не стеснялись этой красоты, это уникальные костюмы, эти, не могу передать даже, как они красивы. Везде их любят. Где мы не были, везде их любят, их трогают. И уже узнают, что это гайдарские дети, это фольклористы наши, это чанджаз. Здоровье, мира, вера, любви, надежду. И главное, здоровье в этом. Сколько нам осталось жить. Но продолжить это традиции и обычаи гагаузского народа надо продолжить. Я думаю, после себя я оставляю хорошие оставляю. Когда-то вспомнят дети, Конечно, будут рассказать своим детям, своим внукам, Мы вас никуда не правнукам. отпускаем, Нина Анатольевна. Еще все пока впереди. пока У есть вас возможность, такое да. подспорье, у вас и замечательные родители, и прекрасные дети, которые хотят узнавать, которые прекрасно говорят на гагаузском родном языке. Это все ваш труд, это все ваше доброе сердце. Я вам желаю неиссякаемой энергии. Пусть глаза наших детей, гагаузских детей светятся, пусть то, что вы в них вкладываете,
делаете. Пусть это все мы можем увидеть на фестивалях благодаря вам и детям, Спасибо. и их родителям. Спасибо вам Спасибо большое. большое. Уважаемые телезрители, если вам нужна будет информация или какой-либо ковер, или какая-либо история, пожалуйста, звоните Нине Анатольевне. Она как маленький чанджазлар. Она вам обязательно с вами поделится этой информацией. И все, что у нее есть в ее коллекции, в коллекции коллектива Чанджазлар, обязательно покажет и расскажет о самом-самом красивом, самом-самом сокровенном. Спасибо большое, Нина Анатольевна, что вы к нам приехали сегодня и вместе с нами были сегодняшним добрым утром. Спасибо, было очень Спасибо, приятно. хорошего дня вам. Всем Всего добра. доброго. Всего доброго.